Сегодня в республике отмечают День чувашской вышивки. Праздник еще совсем молодой, проходит только во второй раз, но уже полон интересных событий. Минкультуры Чувашии запустила несколько акций, флешмобов. Специально к этому дню в Национальном музее открылась школа чувашской вышивки. А основное действие развернулось в Театре оперы и балета. Там работала наш корреспондент Наталья Егорова. Ей слово. Дата для празднования выбрана, конечно же, не просто так. 26 ноября родилась знаменитая вышивальщица Екатерина Ефремова. Именно благодаря ей в республике удалось сохранить традиции чувашской счетной вышивки. В 60-е годы Екатерина Ефремова проделала огромную работу по сохранению народных орнаментов. В музейных фондах, а также в экспедициях по Чувашии она зарисовывала старинные вышивки. Затем на их основе создавала современные композиции для национальной одежды. Сегодня в Чувашии работают уже ее последователи. Лет 10, наверное, вышиваю уже. Это начнешь, и хочется уже заканчивать быстрее. Я вышивала крестиком, вот начала вот чувашскую, как сказать, вот именно вот такую вышивку. Вот как красиво получается. Вот, нравится и все. Есть и предпосылки для дальнейшего возрождения интереса. В Национальном музее заработала школа чувашской вышивки. Обучаются искусству создания исконных орнаментов более 20 учеников. Самой юной – 13 лет. Желающих очень много было. И сейчас вот приходят, хотят записаться. Но мы пока принять не можем, но планируем пока после завершения этого курса начать другой курс. Но со взрослыми, конечно, работать намного легче, потому что у них руки уже привыкли работать, они уже многое сами умеют. Многие уже когда-то занимались другими видами вышивки, крестиком они говорят, гладью, поэтому у них легко получается и с ними легко работать, потому что у них главное есть желание. Чувашская вышивка уникальна, она богата узорами и техниками исполнения, у нее нет узлов и изнаночной стороны. Готовые работы одинаково выглядят с обеих сторон. До начала 20 века все чувашские девушки обязаны были владеть этим искусством. Несомненно, вот этот праздник, который мы празднуем уже второй год, для нас является очень важным, очень значимым и очень трогательным. В преддверии праздника Национальный музей запустил флешмоб «Я и чувашская вышивка». Принять в нем участие можно, разместив в соцсетях свою фотографию в национальной одежде, либо с вышитым изделием с одноименным хэштегом. Автор снимка, который соберет больше всего лайков, получит подарок от Национального музея. Минкультура запустила еще одну акцию с хэштегом «День чувашской вышивки» и предлагает жителям республики украшать окна квартир, домов национальными орнаментами. А еще можно расшить чувашскими узорами антивирусную маску. Кульминацией праздника стала презентация проекта «Вышитая Чувашия». Это карта нашей республики из более миллиона стежков, сделанных вручную 30 мастерицами со всех районов. Весит она, кстати, 10 килограммов. Собрали в единое целое полотно работницы фабрики «Пахатери». В каждом фрагменте, а их по числу районов 21, своеобразие орнамента, характерного для определенного муниципалитета. Федеральное агентство по делам национальностей высоко оценило идею. Руководитель ведомства Игорь Баринов даже обратился к участникам с просьбой продолжить проект, теперь уже в рамках страны. Ну что же, чувашская вышивка, можно сказать, дала старт всероссийскому проекту «Вышитая карта России». Вскоре наши мастерицы уже начнут работать, и слава о наших уникальных орнаментах распространится далеко за пределами республики. Наталья Егорова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.